хочу поблагодарить за организацию всех организаторов этого мероприятия, этого формата. А, Хочу поблагодарить Искандера Лероновича за то, что он участвует в этом интересном формате, в этом интересном мероприятии. Я надеюсь, это будет действительно интересно. Хотелось бы пару слов сказать о фильме. Во-первых, начнем с того, что это, если назвать вещи своими именами, это научно-популярный фильм. Хотя он у нас написан документально-художественный, в этом есть некая неточность, потому что любой фильм, он художественный, любой документальный фильм художественный. Поэтому правильно было бы назвать его документально-игровым, но все-таки в целом это научпоп по всем его классическим признакам. Но тем не менее, этот фильм, он своеобразный. Не могу сказать, что он уникальный, потому что такие форматы есть и за рубежом, и у нас, и в советское время были. Он своеобразный, он нестандартный. Это проявляется и в том, что как ведется повествование, это вот документальные блоки, игровые блоки. Как правило, когда делают документальные фильмы с какими-то игровыми моментами, это идет как фон, а без диалогов, без, скажем так, живого присутствия. Здесь вот мы как бы постарались, чтобы игровые моменты действительно были как некие мини-истории. И мы сегодня посмотрим как раз эти игровые эпизоды. Но в то же время мне хотелось бы сказать, что вот выбор такого формата – это не какая-то блажь, там, да, не то, что мы хотели как-то выделиться или как-то там специально его сделать своеобразным. Это, скорее всего, продиктовано теми возможностями, которые у нас были, и теми условиями, в которых мы работали. Сразу скажу, что для производства исторических фильмов, игровых или даже пусть там документальных фильмов с игровыми какими-то эпизодами требуется гораздо больше времени. Мы делали фильм в достаточно краткие, сжатые сроки, и при этом надо понимать, что вот эта эпоха 1100 лет назад, она визуально, к сожалению, особенно это мусульманское средневековье, там тюркское средневековье, оно визуально не разработано в достаточной степени. Поэтому у нас ушло достаточно много сил для того, чтобы это визуал создать, и это и в костюмах, это и реквизит, это, в общем-то, весь художественный департамент, так назовем его. Ну и, соответственно, формат, вот мы как раз перед началом буквально обменялись пару мыслями о том, что у нас не один главный герой, хотя фильм называется «Ибн Фадлан», вот из самого повествования видно, что это другой главный герой – это Алмуш, Эльтебер Алмуш. Это был его выбор булгарского народа, и мы хотели этот момент тоже подчеркнуть, показать, что вот это вот мероприятие, вот это событие, которое, скажем так, мы отмечали и отмечаем, и то, что ислам распространился на нашей земле, это был выбор, свободный выбор наших предков. Поэтому у нас два главных героя. Фильм с таким же успехом мог называться «Алмуш», там, или какие-то еще другие названия. Но вот сейчас мы будем смотреть эпизоды, и я просто, вот, прежде чем посмотреть, хочу сказать, что первый эпизод я предложил посмотреть, скажем, с тем тизером, который у нас идет до названия фильма, и там небольшой документальный блок для того, чтобы те, кто не успел посмотреть фильм полностью, фильм доступен в сети, мог иметь представление о формате. Вот этот первый эпизод, который мы будем смотреть, он в целом дает представление о том, как сделан фильм. А что касается остальных эпизодов, мы взяли только игровые эпизоды, которые постараемся прокомментировать, если что-то непонятно. И, соответственно, я думаю, что у нас будет в таком формате, что мы будем смотреть, будем общаться, будем смотреть, будем общаться. Самое интересное – это эти игровые эпизоды, которые являются не просто какой-то иллюстрацией, как обычно, допустим, это делается в фильмах телеканала History, например, а это какие-то самостоятельные, может быть,
части задумки большого фильма, который удалось реализовать только вот в таком формате. Я понимаю, что и недостаток времени, недостаток средств не позволяет нам перейти к созданию большого такого полнометражного художественного исторического фильма, который требует очень серьезных финансовых затрат, очень серьезной работы с костюмами, с консультантами. Но, тем не менее, это такой прорывной фильм, такой формат прорывной, который, мне кажется, требует дальнейшего развития. Поэтому и интересно рассмотреть, обсудить не только художественные достоинства, но и вот с моей стороны было интересно посмотреть его с точки зрения соответствия историческим источникам и что можно было сделать чуть по-другому, как бы приблизить его к исторической действительности, показать на те моменты, которые были упущены или требуют какого-то в дальнейшем доработки. Но мне кажется, что это вот достаточно интересные моменты. Я думаю, что я воздержусь, наверное, от оценки собственно художественных достоинств, потому что я не специалист в кинематографе, я не могу оценивать ни игру актеров, только на таком дилетантском уровне. Но вот что касается исторической канвы, то... Ислам – одна из исконных религий Восточной Европы. На этом пространстве ее корни уходят к временам самого начала распространения по миру религии Аллаха. Принятие ислама народами Поволжья еще в раннем Средневековье заложило прочную основу мусульманской цивилизации в данном регионе. Арабский дипломат Ахмад ибн Фадлан стал не только очевидцем, но и непосредственным участником эпохального события в жизни булгар и описал увиденное в своих путевых записках. Из них становится видно, как происходило расширение границ мусульманского мира на Евразийском континенте, где и сегодня ислам является одним из главных факторов культурного многообразия. Волжская Булгария – одно из первых государств на востоке Европы, сформировавшееся на рубеже IX-X веков и оставившее глубокий след в истории народов Поволжья и Приуралия. Главным фактором в объединении разных племен в булгарскую общность выступил ислам, знакомиться с которым они начали еще в VII-VIII веке на юге современной России до переселения в Поволжье. Развитие торговых отношений Поволжья с государствами Центральной Азии способствовало распространению ислама среди его населения. Однако оживленная исламизация региона происходила в условиях многовекового военно-политического доминирования хазарского каганата над Булгарией. Изживший себя тип отношений с Хазарией входил в противоречие не только с экономическим развитием, но и с духовным выбором булгарских племен. Сувары, эсегелы, барсилы – наиболее крупные из них. Некоторые из племен частично, а некоторые уже полностью приняли ислам, как, например, 5000-е племя Баранжар. Также вместе со своим ближайшим окружением религию покорности Аллаху исповедовал и булгарский правитель Эльтебер Алмыш. А этот что здесь делает? А это мой советник, Абдулла ибн Башту. Сын Башту – предатель Великой Хазарии. А ты его пригрел. Разве мусульман Хазарии не вынуждают отказаться от веры под страхом смерти?
Куда им еще идти, как не к своим Ты братьям-булгарам? уже окончил свою учебу в Багдаде? Уламбек, может быть, наместника Кагана будут интересовать дела Великой Хазарии? Ты, как верный слуга великого Кагана, должен был покарать этого неблагодарного сына Хазар. Прежде всего, он мой брат по вере, мусульманин. И перед Аллахом я обязан его защищать. Обязан? Прежде всего, ты обязан был еще весной прислать свою дочь царю Аарону в жены. Но не прислал. Теперь мне придется отвезти ее самому. И поэтому ты привел с собой 1000 воинов. А это почетное сопровождение невесты царя. Да и приданое будет в безопасности. Моя дочь мусульманка, и замуж она выйдет только за мусульманина. Или, быть может, многоуважаемый царь Аарон принял ислам? Наш повелитель решил оказать тебе великую честь породниться с тобой. Ты станешь членом его семьи, и наши страны станут одним целым. Нет более крепких уз, чем узы родства. Если на рассвете твоя дочь не будет сидеть в повозке, я полностью сожгу стан твоих единоверцев Баранжар, а самих продадим в рабство румийцам. Абдулла, сегодня же выезжай в Багдад. Отец! Главная тема это вот в этом эпизоде, да и в целом по фильму о том, что булгары для того, чтобы быть свободно исповедовать свою религию, должны привести некий там протекторат большого исламского мира, и, соответственно, Алмуш посылает своего гонца, посла в Багдад. Мир вашему дому. И тебе мир. Прими в честь Курбан-Байрама дары от царя Аарона. Да примет Всевышний. Да не оскудеет рука твоя.
Кстати, царь Аарон шлет вам привет Пусть и Всевышний... приглашает вашего сына Микаила к себе в гости. Нет, он же еще ребенок. Зачем вам еще один заложник? Ведь у вас уже есть моя дочь. Вот как раз из-за этого царь Аарон и пребывает в унынии, ибо Бог забрал ее к себе. Он ее убил. Ты слышишь, он ее убил. Теперь они хотят забрать нашего сына. Что с ней случилось? В один из дней она просто не смогла проснуться. Лучшие лекари Итиля и мира не смогли ей помочь. Она умерла на 3-й день. إنا لله وإنا إليه راجعون. Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Мне жаль, но Убирайся с глаз моих. Я сам позову тебя. Или ты и свою жизнь не ценишь? через 3 дня. Должен сказать, что прекрасная игра актеров, она, конечно, заставляет даже в таком небольшом эпизоде сочувствовать героям, показывать весь драматизм напряженной ситуации. Есть только, значит, ну, если к сухим историческим фактам переходить, то есть там проблема. Дело в том, что сын, конечно, Алмыши уже давно находился при дворе хазарского кагана. Ну и здесь есть еще один момент. Я вот, когда первый раз смотрел, как-то не обратил внимания, там следил больше за игрой актеров, а вот второй раз, когда сейчас вот прослушал, мне это, кажется, надо отметить специально. Говорится о царе Хазар. И царь Хазар. Дело в том, что вот этот Аарон, который упоминается, он не был царем, он не был даже каганом хазарским, а и заложником, и в жены как раз дочь Алмыша брал все-таки каган. По имени он неизвестен, потому что сама персона кагана после того, как его возводили на престол, была священна. И ну, там историческая канва там такая сложная, что когда кагана возводили на престол, его претендента, значит, душили, и когда он находился в полубессознательном состоянии, спрашивали, сколько лет он собирается править. Он называл какой-то срок, и говорят, что вот когда этот срок выходил, его действительно убивали. Ну, что сам перед Богом он указал свой земной путь. А вот Каганбек, как его называют арабские источники,
скорее всего, это была верхушка, которая приняла иудаизм, но это не род Ашина, не род Каганский. Они реально управляли страной. И поэтому такая драматическая коллизия, что там менять веру или там это, тут, конечно, не стояло. Но, еще раз говорю, здесь сам драматизм ситуации показан более обнаженно и ярко. Есть некоторые моменты, которые я тоже хотел бы отметить. Здесь и в некоторых там других местах фильма говорится, что ислам был принят в Волжской Булгарии уже достаточно давно, буквально с начала распространения по миру религии Аллаха. Там просто есть такая в конце оговорка, что на юге нашей страны, то есть имеется в виду, что стал распространяться из Дербента, но из контекста понятно, что речь идет о Поволжье. И предполагается, что вот такая есть прямая связь, что с 7 века уже ислам распространяется и в Поволжье. И на одной из прошлых лекций, которая была организована миллиардом татар, Фаиз Шарипович Хузин тоже упоминал про это, что чуть ли не асхабы пророка, значит, принесли сюда ислам. Должен сказать, что это, конечно, мифология и мифология такого рода, что она зародилась довольно поздно, уже в конце XVIII века впервые ее рассказал миру Таджиддин Велчегул, ссылаясь на фантасмагорические какие-то источники. И уже для Шихабуддина Марджани это было понятно, что это не является реальностью. Он даже говорил, что это откровенная ложь и сказки, небылицы, которые не имеют никакой исторической основы. Дело в том, что, как бы то ни было, но все пророки, асхабы пророка известны в истории, куда они направлялись, и существует об этом литература, и арабские источники все это прекрасно знали. Если бы какие-то намеки были о том, что кто-то направлялся в страны 7-го климата, то это было бы величайший духовный подвиг, и об этом было бы известно. Понятно, что ничего этого нет, и реально ислам стал распространяться с развитием Великого Волжского пути, скорее всего, с середины IX века. И к моменту прихода посольства действительно значительные группы мусульманских общин существовали в Волжской Булгарии. И при дворе самого Алмыша, сам он был, его окружение, и там упомянутый мулла, муэдзин, катиб, то есть человек, секретарь, который вел такую делопроизводственную переписку. То есть вся структура уже существовала, даже погребения, похороны осуществлялись по мусульманскому обряду. И тот самый Баранжар, о которых упоминается и в фильме, 5000, Ибн Фадлан и говорит о том, что это представители одного рода. Были ли они племенем, есть большие сомнения. Вообще с этими племенами не все так просто, как представляется. В фильме сказано, что сувары, исигели и барсилы наиболее крупные из этих самых болгарских племен. На самом деле у Ибн Фадлана и у Ибн Русте, который писал чуть раньше, пишется несколько другое. Болгары делятся на 3 отдела, то есть 3 группы. Берсула, эсегели и болгары. Относительно образа жизни все 3 стоят на одной и той же ступени развития. Значит, все-таки получается, что никаких суваров тут, как мы видим, не упоминается. Единственный раз сувары упоминаются у самого Ибн Фадлана, но как подразделение. Я думаю, что об этом можно в следующем эпизоде поговорить.
об этих суварах. Но, тем не менее, я бы вот отметил, что здесь вот есть некое такое важный момент, что из себя представляли эти булгары. Мне кажется, что представление о том, что это какая-то сборная, какое-то племя булгар, которое переселилось, так мигрировало сюда, это представления, которые были заложены еще там в 40-е годы, были повторены в 70-е годы. Точку зрения отстаивал и мой учитель Альфред Александрович Халиков. Но сейчас мне кажется, что это все было гораздо сложнее, что вот эти вот после образования хазарского каганата здесь возникли, территория была освоена какими-то тюркскими группами, причем не все они южного происхождения, не все они выходцы из Северного Причерноморья и даже Предкавказья. Например, вот эти упомянутые эсигели, это эсгили или чигили, это племена, родственные карлукам из Семиречья, которые в свое время основали, спустя несколько десятилетий образовали Караханитское государство в Восточном Туркестане, в Семиречье. И вот они-то как раз не имеют отношения ни к хазарам, ни к болгарам. То есть это отдельная группа, свидетельствующая о том, что на территории Среднего Поволжья, особенно лесостепной его части, было очень смешанное население. И археологические памятники как раз свидетельствуют об этом. А вот как появились болгары и какая их группа появилась, это серьезный вопрос. Скорее всего, это не какие-то мигранты, а скорее всего это группа, которая была специально направлена в свое время хазарским каганом для того, чтобы установить власть над этими северными племенами, одновременно контролировать центральную часть Великого Волжского пути. Другое дело, что когда они стали объединять вот эту часть, то они уже стали претендовать на какую-то большую власть и большую самостоятельность. То, что это болгары, которые не имеют отношения ни к роду Кубрата, ни к какому-то ханскому роду, сейчас много таких легенд, что это какой-то хан Кубрат пришел сюда, привел болгар и так далее. Это, значит, конечно же, легенды. Дело в том, что сам титул правителей Булгарии и Алмыша Эльтибер. Эльтибер – это в тюркской системе власти лицо, правящее каким-то самостоятельным племенем от имени Кагана, или второе лицо по значению после Кагана, но такой самостоятельный правитель. Например, правители татар тоже и уйгуров назывались эльтиберами, а потом они стали, уйгуры захватили власть и стали тоже каганами. Я хочу сказать только то, что популяризация, скажем так, истории, это всегда некий компромисс, когда хочется вроде бы и соблюсти все нюансы, с одной стороны, с другой стороны, создать какие-то образы, которые будут понятны для широкой аудитории. Что касается, допустим, вот этих племен, да, мы изучали эту тематику. Вот Сигели, например, обратите внимание, там Сигель похож на башкиры, да, то есть это такая более в современных представлениях, то есть для современных людей, вот это откуда-то из степи, да, то есть у нас сувар там, это, мягко говоря, срисован с чувашского костюма, да, это опять-таки не для того, что именно так оно и было, да, а некий такой намек, чтобы современные люди понимали, что вот насколько как бы разнообразны эти племена были. Это, во-первых. И во-вторых, конечно же, сложно, очень сложно соблюсти, естественно, как бы, да, и мы будем еще говорить об этом, я сейчас не хочу, как бы, да, мы к этому вопросу вернемся ближе к концу. Багдадский халифат под правлением династии Аббасидов был крупнейшей империей раннего Средневековья.
Именно в аббасидском халифате произошел наивысший расцвет мусульманской государственности, науки и культуры. Халифом в 920-х годах был Джафар ибн Абдуллах аль-Муктадир Биллях. Его возвели на халифский трон еще мальчиком в городе Мира, как тогда называли Багдад. На момент описываемых событий аль-Муктадиру было 27 лет. Основное время он праздно проводил в своем гареме и государственными делами практически не занимался. Империей управляли визири. Наиболее близким из них к халифу был начальник внутренних покоев Назир аль-Харами. Именно он и занялся вопросами далекой Булгарии. Итак, посланник Алмуша Абдулла ибн Башту прибывает в Багдад с письмом к халифу. Ибн Фадлан пишет: «Прибыло письмо Алмыша ибн Елтывара, царя Ас-Сакалиба, к повелителю правоверных Аль-Муктадиру, в котором он просит его о присылке к нему кого-либо, кто наставил бы его в религии, преподал бы ему законы ислама, построил бы для него мечеть, воздвиг бы для него минбар, чтобы он возглашал за халифа молитву в собственной стране и во всех областях его государства. Кроме того, просит его о постройке крепости, чтобы укрепиться в ней от царей своих противников. И было дано халифам согласие на то, о чем он просил». Ассаляму алейкум. Валейкум ассалям ва рахматуллах ва баракат, Ахмад. Валейкум ассалям. Я пришел по вашему повелению, о визирь повелителя правоверных. Ахмад ибн Фатлан, Абдулла ибн Башту, посланник царя Сакалибов. Послом халифа назначен Сусан ар-Раси. Тебе, Ахмад, мы веряем письма повелителя правоверных. Ты сам их прочтешь, соблюдая все необходимые церемонии. Также ты поведешь факихов и муалимов, которые обучат нашей религии Сакалиб. Вот ответное письмо халифа. Наши единоверцы в Хазаре очень ждут, что Эль-Тебрал-Муш построит крепость, и они смогут переселиться под защиту булгар от притеснения Кагана. Вы же сказали, что халиф распорядился дать деньги на строительство крепости и мечети для булгар. Сегодня же зайду к казначею. Да, Ахмад, там дадут денег на дорогу, подарки для амиров, ну и все остальное для вашего пути. Но деньги на мечеть и крепость вы получите в Хорасане. Как в Хорасане? Предшественник мой. Ибн Аль-Фурат? Я подготовил письмо об изъятии его поместья Арсхушмисан в пользу казны. Ахмад ибн Муса, харизмеец, хочет купить это поместье. Вы ему отдаете поместье и получаете денег, которые пойдут на мечеть и крепость. У него есть такое огромное поместье? Он был главным визирем. Мой господин, можно сказать вам несколько слов наедине? Прошу прощения. Люди Ибн Фурата все еще ему верны и надеются, что он восстановит свои позиции. Боюсь, нам не удастся забрать поместье. Тяжелые времена. Вокруг одни враги. Других денег в казне нет, ты знаешь. А если кто в Хорасане ослушается приказа халифа, будет считаться изменником и понесет жестокое наказание. Наказание? В Хорасане? Если мы не получим деньги, не привезем их к Алмушу, то это будет нашим наказанием. Мы выставим повелителя мусульман лжецом. Что будут стоить слова халифа? А что стоят твои слова? Разве не ты мне говорил, что мы должны приложить все усилия, чтобы ислам возвысился на новых землях? Царь Сакалибов давно ведет с нами переписку. И у меня лично просил лекарства. И я хочу, чтобы он их получил быстрее. И не хочу потерять друга. Иметь союзника на севере Хазар очень полезно для нашего государства. Мой господин, наш гость Ибн Башту и сам смог бы доставить письма и лекарства. Снаряжать для этого караван было бы расточительством.
Ахмад ибн Фатлан, это решение султана мира, а ты его гулям. Да, я гулям халифа, но прежде всего я раб Аллаха, и я буду на его пути. В четверг караван отправляется в путь. Ты должен приложить все усилия, чтобы выполнить свою миссию. А мы будем молить Аллаха, чтобы Он помог тебе. Не могу не сказать, здесь вот вы видели этот круглый город Багдад. Действительно, вот в то время Багдад имел такие очертания. У нас ребята, которые там делают трехмерку, они как-то попытались создать. Конечно, это получилось не так идеально, как в игре Assassin's Creed. В одной из последних мы увидели Багдад в деталях и гораздо интереснее. Но, тем не менее, вот тоже была попытка воссоздать это. Я могу сказать лишь только что, конечно, на мой взгляд, Багдад, практически являясь на тот момент одним из сильнейших, может быть, даже самым сильным и знаменитым государством, мощным государством, наверное, должен был иметь какие-то более богатые интерьеры, но вот у нас как бы денег хватило только на такие. Наверное, вот пока на этом все. В середине X века, конечно, очертания уже были другие. То есть вначале он задумывался именно как идеальный город мира, круглой структурой, там, с кварталами ремесленника, и в центре должен быть находиться дворец халифа, в центре которого была огромная мечеть, славившаяся своим золотым куполом, на который был всадник, который копьем указывал, значит, на ту страну, с которой халиф собирался воевать. И долгое время это все процветало, развивалось, и после целого ряда междоусобных войн, в конце концов, государство пришло к стабильности при деде Аль-Муктадира. Но к правлению Аль-Муктадира, значит, вот прежний блеск стал меркнуть. Прежде всего из-за того, что сам Аль-Муктадир был довольно расточительным. Аль-Масуди там рассказывает истории, что его дед копил благовония, амвру, там, амврозию и мази для притирания, духи, что ли, как бы современные. И каждый раз спрашивал у своих советников, сколько у меня там, значит, это самое, говорят, 20 кувшинов. Он говорит, принесите один. Он вскрывал печать, открывал, доставал немножко и клал в шкатулку, остальное берите, значит, спрячьте. А когда пришел к власти Аль-Муктадир, он сказал, а что там у нас в закромах? Он говорит, вот 20 кувшинов, а это 20. Он говорит, да тащи их сюда. Давайте все, кто на Перу, значит, давайте, я раздаю все, мажьте сколько хотите. Был, там еще рассказывает, его как раз главный человек, ведавший, значит, вот этими закромами Родины, он заплакал. Он говорит, а что ты плачешь? Говорит, мне твой дед рассказывал, когда увидел тебя, как ты играешь с детьми, значит, слуг, там, советников ближайших, и раздаешь им сладости, он сказал, ну все, пропала держава. И говорит, правду говорю. Но вообще при дворе, мы представляем, что это был такой святч веры, на самом деле нравы там были очень свободные. Например, человек, который едва не лишил этого самого Аль-Муктадира трона, его дядя, там, сложная боковая ветвь, который в 47 лет,
притворялся дурачком, чтобы его, главное, не заметили и не казнили. А потом, значит, когда встал вопрос о престолонаследии, он стал, ну, по старшинству он должен был возглавить Ибн аль-Муттас. Но вот этот упомянутый визирь Ибн аль-Фурат и жена последнего халифа, мать Аль-Муктадира, гречанка, они сделали все, чтобы, значит, возвести на трон или Муктадира. Значит, там говорят, ну, слух такой, Аль-Масуди передает, что, значит, Ибн аль-Фурат пришел в городской, ну, совет знати, аристократии и говорит: ну что ж, дорогие мои, значит, кого возведем на престол? Вот этого непорочного юношу 13 лет или опытного 47-летнего, значит, мужчины, который умеет управлять государством и знает все лучше, чем вы все вместе взятые? Все, ну, понятно, что тут выбора нет. Но, значит, Ибн аль-Муттас пытался захватить власть. На один день он даже привел к власти, но, к счастью, там спрятали Аль-Муктадира, но после этого его свергли и казнили. Так вот, он вообще писал замечательные стихи, которые сохранились. Все были про вино, типа того, что «если я пожелаю, виночерпи вновь принесут мне чашу, а тем временем рассвет раскрыл в ночи уста свои». Ну и всякие такие фривольности там. Ну, я уж не говорю, что он там описывает случай на стихах, которые его любовник, значит, прислал ему, на обратной стороне пишет ответные стихи, ну и говорит, что даже мои слова содомируют, значит, его, значит, на одной и той же бумаге. Поэтому я хотел сказать, что, конечно, когда Аль-Муктадир пришел к власти, делами государства он не занимался, и все было отдано на откуп визирям. И первый как раз Ибн аль-Фурат, но к этому времени он уже был свергнут. Но здесь вот в фильме есть, значит, передержка. Насир ибн аль-Харами не был визирем. Он был евнухом, руководителем внутренних покоев, так называемых. Но к этому времени уже Ибн аль-Фурат, который крепко держал власть визирь, он был свергнут, пришел другой. Вообще в Аль-Муктадира сменилось 5 визирей, что, в общем, довольно к этому времени, ну, очень много. Обычно визири переживали нескольких халифов. Ну и там говорят, что он славился тем, что при нем сменилось, за 11 лет его правления сменилось 11 градоначальников Багдада, потому что это стоило огромных денег, и он каждый раз, значит, через год менял и получал, значит, за это взятки. Ну, как бы то ни было, значит, ну, тем не менее, надо отдать должное Абдаллаху ибн Яштава аль-Хазари, в первом эпизоде, который там сын, значит, этот предал нас, этот Хазар там и так далее. Ну, это, конечно, художественный вымысел. На самом деле, скорее всего, он был, ну, выходец из Хазар, судя по его низбе, но насколько он был там предателем хазарского народа, это мы ничего не знаем. Но то, что он был великолепный дипломат и в таких условиях в Багдаде сумел добиться аудиенции у визиря, у халифа и добиться отправки посольства, это, конечно, великое дело. И мы, конечно, должны ему быть благодарны, может быть, гораздо больше, чем всем остальным персонажам, о которых мы здесь рассуждаем. Ну, само имя Ковалевский читал как Башту, а теперь современная, ну и западная арабистика читает как Яштава. Ну, там сложные эти самые, поскольку гласных в арабском нет, и это, ну, требует серьезного, что ли. Мы не знаем, как в действительности это имя звучало, но тем не менее, вот этот человек, мы ему благодарны именно организации этого посольства, и он действительно занимает важное место вот в этой всей
истории. У меня есть предложение. Тут мы... вот еще, да, два слова. Значит, везде, вот да, забыл. Значит, везде мы должны иметь в виду, что об этом посольстве и его обстоятельствах нам известно из записок Ибн Фадлана. При всем при том, что он был человек одаренный, очень наблюдательный и, очевидно, вел какие-то дневниковые записки, по крайней мере, он четко фиксирует числа, он знает, сколько дней пути, когда, где пишет, и сохранил это в своих записках путевых. При этом он, конечно, не совсем достоверный рассказчик. В литературоведении есть такое понятие, значит, недостоверный рассказчик. Вот Ибн Фадлан, когда он описывает какие-то чужие страны, там какие-то обычаи, там что-то такое, скорее всего, он передает очень близко к тому, что сам понял и сам видел. Но когда он говорит о чем-то, относящемся к посольству, он явно не договаривает или преувеличивает свою роль. И, например, послом был, конечно, Сусан ар-Раси. Вот он был клиентом как раз вот этого евнуха Назира аль-Харами. А Ибн Фадлан был его секретарем, то есть человеком, который, собственно, должен был вести всю переписку и организовывать работу. Никакой аудиенции, я думаю, что если бы это и была, то он бы написал об этом. Ничего такого, конечно, не было. Но он всячески пытался возвысить свою роль, что, в общем, неудивительно. Ну и в дальнейшем он пытался представить дело так, что все дела посольства вел он, а вот этот ар-Раси вообще ничем не занимался. Но так или не так, мы сказать реально не можем. Мы принимаем его слова на веру. Кроме того, он сам говорит, что было два человека, это Тигин ат-Тюрки и Барс ас-Сакалиби, которые сопровождали. То есть это два человека, очевидно, происхождением из Поволжья, или, по крайней мере, тюрки, которые изъявили желание сопровождать посольство. Очевидно, это какие-то были военные слуги. И еще один момент. Он говорит, ты гулям халифа. Нет. Ибн Фадлан был клиентом, скорее всего, клиентом как раз вот этого аль-Харами, но не гулямом. Гулям это все-таки раб или, обычно гулямами это тюркская гвардия, которая служила при дворце халифа. Вот эти как раз Тигин ат-Тюрки и Барс ас-Сакалиби, они, скорее всего, и были гулямами. И еще один момент. Везде Ибн Фадлан называет булгар ас-Сакалиба. То есть это северные народы, это общее название для всех северных народов. Но это что-то типа того, как русские, допустим, в 16-17 веке называли всех европейцев немцами. Немцы и немцы, все, немецкая слобода. То есть вот так же для арабов просвещенных все жители седьмого климата, которые не тюрки и не русы рыжебородые, это Сакалиба. К тому моменту, когда мы снимали «Отправку» Ибн Фадлана, два актера, то есть актер, который сыграл Тюрка Тыгина, Руслан Январев, он переехал в Москву. То есть вот были у нас сложности и перерыв в производстве. У нас там почти полгода мы были подвешены, не знали, будет ли продолжение проекта или нет. У нас были уже отснятые сцены с определенными героями. И вот когда мы приступили, скажем, к основным съемкам, у нас вот практически два героя выпали. Это, значит, Сусан ар-Раси, которого играет Александр Фельдман, еврей, вот, у которого настоящая борода. Вот, очень хороший актер. И, значит, соответственно, вот Руслан Январев, который помогал нам в том числе и боевые сцены ставить, он переехал в Москву, и его график не совпал, и мы, к сожалению, не смогли его вытащить до дальнейших сцен. Вот. А, соответственно, Фельдман у нас переехал в Израиль, и он только-только переехал, и тут у нас как бы начались съемки. Вот такой момент был. А теперь, что касается вот по поводу тюркской гвардии,
Ну, вообще, здесь вот у нас в этих фрагментах мы этого не видим, но у нас там один из спикеров, экспертов, рассказывает этот момент о том, что как раз кем мог быть Ибн Фадлан. Значит, он мог быть сыном некого Фадлана-врача, который засвидетельствует смерть халифа, которому отрубили голову тюркская гвардия. То есть к тому моменту уже, значит, тюрки в багдадском халифате имели достаточно серьезный вес. И вот как раз они умудрились там, значит, какого-то халифа казнить, отрубить голову, и Фадлан-врач засвидетельствовал смерть. И здесь вот есть некий намек, когда ему передают лекарство, что он, возможно, вот из семьи лекарей, возможно, но это как бы гипотеза. Что касается тюрка Тегина, там в самом тексте Ибн Фадлана говорится о том, что он знаком с Булгарией, он там торговал, то есть металлом, то есть это человек, который, возможно, преследовал какие-то еще свои цели, то есть поэтому, возможно, его участие в том, чтобы эта связь состоялась, может быть, какой-то коммерческой подоплекой была. Ну и, соответственно, Барс Булгарин, я, конечно, когда мы кастинг проводили, предполагал, что это у нас будет прям такой блондин с голубыми глазами, что прям северянин, там, Соколиба, но там это был конец декабря, все актеры на корпоративах и где-то там еще, вот, а мы снимали эти сцены, значит, которые у нас в начале января, и у нас получился не блондин, а совсем даже как бы противоположный как бы образ получился. Ну, мы посмотрим, вот можете увидеть дальше. Джурджани Ибн Фадлан и его спутники задержатся на более чем 3 месяца. Фактически проведут всю зиму здесь. В своих записках Ибн Фадлан не раз упоминает о приближающейся зиме, которая могла оказаться достаточно суровой для Центральной Азии. Действительно, зима 921-922 года была аномально холодной. Итак, мы оставались в Аль-Джурджании много дней. И замерзла река Джейхун от начала до конца ее. И была толщина льда 17 четвертей. Кони, мулы, верблюды и повозки проезжали через него, как проезжают по дорогам. И оставался он в таком виде 3 месяца. И мы увидели такую страну, что думали, не иначе, как врата ада Замхарир открылись из нее на нас. Придется зимовать здесь. Здесь? Спаси Аллах, это гиблое место. Будь осторожен со словами советника. От местных зависит, в каких условиях пройдет для нас зима. Молод, силен, чистые зубы. Думаю, свои 180 дирхемов стоит он. 180? 180. 180. Посмотри на меня. Посмотри. Она не продается. Зря только денег потратите. Булгарская кровь. Меня купили в армию халифа за 100 дирхемов. Кем я стал? Да прояви же ты мудрость. Видимо, недостаточно я мудр, господин. Аллах всемогущий.
Вернемся в Хорезм, 2 дня пути, и мы в безопасности. Нет, мы пойдем дальше. Сейчас зима. Этот переход может быть смертельным для нас. Нам нельзя обратно. Эмир Хорезма не был доволен нашим походом. А если мы вернемся, то он остановит нашу миссию. Сейчас и я недоволен. Мы поклялись халифу. Я пойду с тобой. Барс. Будь по-твоему, Ахмед. Надо собраться в дорогу. Завтра на рассвете мы покинем этот город. Ни один уважающий себя фильм сейчас не может обойтись без такого экшена, тем более исторический фильм. И он действительно, оживляет и довольно динамично поставлен, хорошо снят. Но, можно сказать, был бы такой большой художественный фильм, он был бы украшением этого фильма. Тут некоторые моменты, конечно, чисто художественные, мне не очень понятны. Вот с этой девушкой, которая потом нигде больше не проявляется, в чем тут задумка. Но эта сцена поставлена очень хорошо, интересно. С исторической точки зрения, исторического фехтования, конечно, ничего общего с историей не имеет. Но я просто как историк оружия должен сказать, что, во-первых, у аббасидов не было сабель. Это очень такая распространенная легенда о так называемых мусульманских саблях. И особенно западные рисунки и картинки везде рисуют, значит, мусульман, которые там арабские завоевания, и арабы, значит, скачут вооруженные саблями. Это все, конечно, абсолютная неправда, потому что у арабов никогда не было сабель, были мечи, длинные, довольно узкие мечи, и там достаточно почитать какого-нибудь поэта до мусульманского Имруль Кайса, который воспевает свой меч, своего верблюда, а потом уже свою, значит, возлюбленную. Причем меч у него, конечно, и конь на первом месте. Но и эти мечи известны археологически, и поэтому, конечно, не сабли. Кроме того, сабли того времени, даже хазарские, конечно, они были другие. И несмотря на то, что у нас принято изображать вот такую рубку мечами, такую красивую, размашистую такую рубку, где мечи бьются о мечи, сабли о сабли, на самом деле поединки, конечно, представляли собой нечто совершенно другое. Вот это больше похоже на то, как в фильме «Семь самураев» там показан, как два самурая ведут поединок. То есть они стоят, делают движение, раз, махнул, все, разошлись, один убит. То есть никто саблей о сабле стучать не будет. Сабля или меч это могла стоить десяток коров. То есть бить мечом о другой меч и сделать его зазубренный и испортить его никто бы это не стал. Если вот даже приходилось принимать удар, то принимали не на острую, а на тупую часть сабли, например, чтобы парировать уже, когда невозможно ничего сделать. Но сцена, я говорю, когда смотришь ее, ничего об этом не думаешь, она очень хороша. И, с одной стороны, показывает действительно те сложные условия, которые оказалось посольство, то, что оно стремилось и двигаться дальше. И здесь, судя по словам самого Фадлана, он сыграл важнейшую роль, и посольство двинулось, и оно стало продвигаться и в конце концов достигло своей цели. И вот здесь вот как раз это действительно такой ключевой момент, когда и природа,
и враги, и обстоятельства, все было против, а тем не менее посольство дошло и выполнило свою миссию.